Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Турпиров. Сегодня премьер-министр Республики Таджикистан Кухи Расулзода провел встречу с помощником генерального секретаря Организации Объединенных Наций, административным помощником программы развития ООН, директором регионального бюро ПРО-ООН по странам Европы и СНГ Мириана Сполярик-Эгер. В ходе встречи стороны отметили, что в последние годы между Таджикистаном и Организацией Объединенных Наций отношения интенсивно развиваются в различных сферах, в том числе в деле обеспечения мира и устойчивости, борьбы против современных мировых угроз, охраны окружающей среды, устойчивого развития и управления водных ресурсов. Было подчеркнуто, что Организация Объединенных Наций считает себя одним из надежных партнеров Таджикистана. Другим темам. Цифровизация предпринимательства и инвестиций – это залог повышения конкурентоспособности национальной экономики, создания новых рабочих мест, увеличения внутренних и иностранных инвестиций. Сегодня в Душанбе состоялся форум «Перспективные инвестиции. Возможности для развития инновационного предпринимательства в Таджикистане». Основной целью мероприятия является анализ возможностей и путей обеспечения развития инновационного предпринимательства, оценка существующих предпосылок для укрепления цифровизации предпринимательской и инвестиционной деятельности. Основной целью форума «Перспективные инвестиции. Возможности для развития инновационного предпринимательства в Таджикистане» является анализ возможностей и путей обеспечения развития инновационного предпринимательства, оценка существующих предпосылок для укрепления цифровизации предпринимательской и инвестиционной деятельности, использование мирового опыта, цифровизации экономики, внедрение современных технологий в развитие предпринимательства и инвестирования в Таджикистане. В мероприятии приняли участие первый заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Давлат Али Саид, помощник администратора программы развития ООН, директор регионального бюро ПРО-ООН по странам Европы и СНГ, представители министерств и ведомств, частного сектора, партнеры по развитию и эксперты. Первый заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Давлат Али Саид в своем выступлении рассказал о практических мерах, принятых правительством республики для предотвращения воздействия возможных рисков на национальную экономику, использования возможностей и ресурсов, обеспечения макроэкономической устойчивости, а также совершенствования законодательства, направленных на поддержку и развитие частного сектора, особенно производство конечных продуктов, упрощение разрешительных и лицензионных процедур и сокращение их численности, предоставление государственных услуг электронным способом. Было отмечено, что в настоящее время в процессе государственного документооборота, финансовых и банковских технологий, налогообложения, таможни, транспортной инфраструктуры городского транспорта, торговли, строительства, медицины и других отраслей проведена масштабная реформа в области широкого использования информационных технологий, налажена электронная работа. Внедрение системы «Единое окно» для оформления экспортно-импортных и транзитных операций на пограничных пунктах, а также механизмы «Единого окна» для получения разрешения на строительные работы, предоставления технических условий по подключению к электрическим сетям, регистрации недвижимого имущества и других современных механизмов с использованием информационных технологий облегчают работу предпринимателей и способствуют устойчивому развитию предпринимательской деятельности. В завершении была выражена уверенность, что министерства и ведомства, частный сектор, предприниматели и инвесторы посредством развития информации, коммуникации, технологий, оцифровки бизнеса и инвестиций примут дополнительные меры для повышения конкурентоспособности национальной экономики, создания новых рабочих мест, увеличения внутренних и иностранных инвестиций, обеспечения здоровой конкуренции и продолжения реформ для устранения препятствий на пути развития предпринимательства. Карим Хайдар, Дилшод Якушпах, телевидение, Таджикистан. В целях усиления противоэпидемических мер по предотвращению распространения новой инфекции COVID-19 врачи отмечают, что, следуя рекомендациям специалистов-медиков и при поддержке жителей, можно предотвратить распространение инфекции коронавируса в Таджикистане. Специалисты советуют вести здоровый образ жизни и, самое главное, соблюдать правила личной и общественной гигиены. Неукоснительно следовать рекомендациям специалистов в этой сфере. Не ходить куда-либо без надобности, пользоваться масками в общественных местах и другими дезинфицирующими средствами. Соблюдать элементарные правила. Таким образом можно обезопасить себя и своих близких от инфекции коронавируса.
Основной причиной случаев заражения коронавирусом специалисты называют халатность, несоблюдение определенных сроков самозащиты граждан, вернувшихся из-за границы. Других рекомендаций, а также неиспользование масок. В связи с этим от каждого жителя страны требуется неукоснительно следовать рекомендациям специалистов в этой сфере, пользоваться масками в общественных местах и другими дезинфицирующими средствами. Только следуя рекомендациям специалистов-медиков и при поддержке жителей можно предотвратить распространение любого заболевания. Всем известно, что в мире ситуация, связанная с коронавирусом, весьма сложная. В связи с этим гражданам нужно соблюдать дистанцию 1,5–2 метра, личную и общественную гигиену, в частности, использовать одноразовые маски. Несколько раз в день мыть мылом руки и обрабатывать их антисептиком. Те продукты, которые вы покупаете в магазине или на рынке, мыть в проточной воде. К сожалению, в последнее время на территории Республики Таджикистан население проявляет беспечность. Республиканский штаб по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения новой инфекции COVID-19 принял соответствующие решения, в том числе по усилению координации деятельности соответствующих министерств и ведомств по контролю за соблюдением населением правил личной и общественной гигиены, контролю над обслуживающими и культурными центрами, принятию строгих профилактических и противоэпидемических мер, соблюдению санитарно-гигиенических правил, профилактики и противодействию эпидемии во время торжеств и обрядов, церемоний погребания, а также принятия необходимых мер во время международных рейсов для предотвращения распространения инфекции коронавируса. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы!